Год благоустройства населенных пунктов в республике продолжается. Участие и победа районов и различных поселений в конкурсах позволяют увеличить бюджет на эти цели. А если победу одержать не удается, значит действуют своими силами. Городское поселение Золотинка Нерюнгринского района этому пример. Подробнее в материале наших коллег. Летний сезон для работ по благоустройству создает все необходимые условия. Поэтому большинство запланированных мероприятий в населенных пунктах выпадают именно на это время. В городском поселении Золотинка проживает 560 человек. Территория небольшая, но и здесь, как и везде, есть острые проблемы, касаемые благоустройства. Ищем, кто поможет. И вы знаете, кому бы я ни обратилась, мне никто еще не отказал. Мне помогают люди. Дали технику, помогают артели. Не одна артель помогает. На территории активно ведутся подготовительные работы к зиме, проводятся конкурсы домов, облагораживается придомовая территория, высаживаются деревья. Уже в августе месяце жители Золотинки смогут лицезреть из своего окна новую детскую и спортивную площадки, а также планируется привести в порядок футбольное поле. Стоит отметить, что чистое и облагороженное село – это результат совместной работы администрации, управляющей компании и, конечно же, самих жителей. В субботниках вот клумбы делали, цветы высаживали. Выходили, цветы садили в колесах, красили. Озеленили, скамеечки поставили, обустроили. Несмотря на то, что Золотинка имеет самый маленький бюджет по Нерюнгринскому району, здесь планируются масштабные мероприятия по облагораживанию территории и жилья. Республика выделяет, помогает, помощь дает. Год села, я хочу сказать, это такая большая помощь. Появляется стимул работать, когда ты чувствуешь, что с тобой заинтересовались. Чистота и благоустроенность поселений, конечно же, во многом зависит от грамотного распределения бюджета и работы административных властей. Но прежде всего это зависит от самих жителей поселения, на которых, как известно, равняется и будущее поколение. Виктория Харитонова, Вадим Барашков, НВК Саха, Нерюнгри.